Всем привет, дорогие подписчики. В общем, решил я себе взять микрогрузовичок. Вот. Ну как взять? Посмотреть хотя бы пока что. Вчера вот сидел на Юле, смотрел грузовички, сколько что почем стоит. В общем, нашел двухкабинника. Это у нас будет Mazda Titan 91 года выпуска. Ну, чуть попозже покажу. Сейчас мы вот его поедем смотреть со Славяном. Сейчас я за Славой заеду, как бы поедем посмотрим, что вообще он из себя представляет, какой двигатель, подтекает, не подтекает, все как бы, все посмотрим. И это самое. Ну, а потом уже буду принимать решение, брать его, не брать. Потому что как бы хочу кредитик взять маленько на такие случаи. Ну, вообще микрогрузовик он нужен. Нужен в какой случае? Ну, то есть я хочу заняться там всякими металлоконструкциями, там гаражи строить, маленькие заборчики, там всякие ограждения, ну, что-то в этом плане, сварочные работы, да, ну, любые выездные работы, в плане, любые работы по частным домам, от электрики до чего-то большего, в общем-то. И поэтому нужно что-то такое, что куда мы могли бы все загрузить, нарезать какие-то куски металла, в кузов все сложить. То есть суксид машина уже немножко она другая, как бы она для целей возить здесь какое-то оборудование, ну, тот же инструмент, оборудование. Но хочу переквалифицироваться вот в такой вот план, взять такой микрогрузовичок. Он двухкабинник. Вот, считай, можно и бригаду возить, и оборудование. Может, в дальнейшем возьмем генератор, чтобы можно было это все автономно делать, и болгарки подключать, и какое-то сварочное оборудование, в общем, шкафчики, ящички там сделать, чтобы все было под рукой. Вот такого вот плана машину хочу взять. Ну, сейчас посмотрим. В общем, смотрите дальше, что из этого получится. Маленько температуру поймал уже, да? Ну, температура пошла. Не, ну работает он ровненько, да. А здесь какой-то, говорят, дизель-сервис есть недалеко. Вот здесь полный. Где-то здесь, вот недалеко, за Колми где-то или где-то в этом районе. Он моторист и, ну, не, если тут далеко ехать не надо, здесь заскочить, пусть компрессию хотя бы, просто компрессию замерить в горшках. Это-то все как бы это, ну, что-то мне не нравится, что крышка вот клапана, то, что посыкивает. Это дизель как бы, если головка введенная как бы это. но он не капиталил, тут не выглядит. Не капиталил. Ну вот где сама-то крышка-то вроде бы нормально. А что ты говорил, втягивающая у него? Да, кстати. Раз на раз не приходится, да? Да, вот сейчас первый раз завел. Ну на зуб попал, да, получается? Ага. Понятно. До этого стоял китайский. Ага. Китайский, когда наебнулся, взял контракт. Все, родной. Ну-ну. Подошел грузовик, а потом, блядь, второй через раз. Понятно. Вот такой аппарат. Тут резина получается нормальная у него. Здесь вот резина уже хуевенькая. Все затянутое, нихуя не видно. Аккумуляторы как? Аккумуляторы в хорошем состоянии. Можно просто все проверить. Я говорю, у меня это преобразователь, когда не знал, что ломится все. А что за аккумуляторы старые? Они, ну, когда... Но они не новые. Когда Я взял уже вместе с ним.
А. Я не покупал А аккумулятор. что за модель у них? Ну, Необслуживаемый, да? Или обслуживаемый? нет, банок нету. А, не обслуживаемые. Гелевые, что ли, еще? Гелевые, кажи, что ли? Тены какие-то, да? Да, танок такой. Ага. Запаски две у него же, да? А? Запас- Вот эту запаску делать надо, задняя целая. М. Прямоточный выхлоп, блин. Он затянутый там спереди, что плохо, его ничего не увидишь спереди, что творится. По Ну, с ходовке, той стороны это хуй его поднял. знает. А? Кабина нормально. Ну, полы там впереди поднимал. В принципе, родные есть. Ну, подъехали. Ну. А так свет, все работает вообще, да? Электроника все работает. Даже магнитофон стоял, но я поставил это с телевизора. Даже камеру можно на него выставить, если надо. А. Задний ход, я не стал заморачиваться с фишкой, задний ход не работал. Я взял напрямую от мира. А это у него что, подсветка черная, что ли? Да, и там как раз куда все слушай. А, это типа прожектор. Это, Его подогнуть все можно. это габариты, да? Да, габариты все. Ну. Люстра, да? Еще маленько что-то подмятое. Компрессор, соответственно, у меня отдельно тумблер для компрессора. У него датчик там наигнулся, то есть принудительно включу, принудительно выключу. А, Надувки. Также быстросъемки. Можно и сюда колеса качать. что, плохо, да, что вот у него кабина не поднимается? Обслуживать двигатель там что-нибудь, А да? это переднее сиденье снимается. А. Я когда ремень менял, не знал, что сюда этот люк есть. А, Ебался так нахуй. А оказывается, сука, снимаешь, и вот тут два масляных фильтра, когда масло менял, этот сказал мне, блядь, снимаешь, болтаешь, а. Ты что ты делаешь? А он что, на крыше валялся или что-то падало, да? Нет, просто трещины. То, что он это, как-то приплюснутый. Вот с той стороны. Ты не можешь по крыше. Ну я залазил, когда эти ставил, чтобы подключал. А, Я по крыше лазил. а? Сами эти. Усилок-то целый, весь. Ну да. Если бы она на крыше лежала, то она уже продавленная была. Ребра просто. Ну, так-то нормальный аппарат. Я говорю, из всего то, что продается, вот по технической части, Всё я есть. лучше своего не видел. Не, Даже некоторые я выпаливаю, блядь. согласен, есть оно такое. А то, когда я посмотрел, что ругается, ты складывал, вообще вываливать не можно. По деньгам, если да, если брать, конечно. Но поработать с ним надо. Не, по мелочи тут осталось, он уже рука не лежит. блядь. А что сам хоть, что продаешь его? У меня дом достраивается, я на новый 25 был. А, Я дом коротко поставил, а теперь внутрь мне отделки раз не надо, я на субсидии гоняю. ну. Тоже суксит у тебя, да? Ну так, летом жена, зимой я. Бампер открылся, на родной бампер поехали. Родной бампер там. По идее, доски даже
если большие габаритные возить, просто их вот так стоя Я ставить. так и возил, Так, когда да? у меня получается, тут я упирался, 6-метровые возил. Нормально, да? Только вот с досками, когда столкнулся, зря номер тут повешал, блядь. Боялся, что его... Тут еще наварить какие-нибудь эти, да, типа? Вот родные есть. А, чтобы не падали они, и все. А что по передку-то говорил делать надо? Поворотные наконечники. Все. Резинки, все живое. А что за всё ходовка живое. у него? Торсион? Не понял. У него торсион? Рессоры. Рессоры? Рессоры. А, ну да, вон же рессоры же. Рессоры, листы, и все, да, и получается у него что там эти поворотные, да, вот эти шкворни и все. Шкварня, да. И все. Как газоновская обычная Да? подвеска, да? Посмотрел, как чтобы из него выдовы сделать. Коробка с раздатками, с карданами от шишики подходит. От шишиги? Это что? И там такой мутант получается. Да. Подожди, а у него получается вот задний мост, он блокируется колесо или нет? Или вот У него вот рычаг есть пониженная, повышенная. Когда груженую в горку идешь, на пониженной, бля, на четвертой залетаешь смело. на пониженном? Да. А Не. на повышенной уже тяжело. Я в том приходится. плане, что у него колеса на жесткую блокируются хотя бы, ну, чтобы у него два колеса одновременно могли гребсти. Или такого нет? Нет, такого нет. То есть, если одно в жир въебалось, все уже получается. Ну. Ну а так не сильно шлифует, вот когда вот Ну, когда жопа, когда легкая, конечно, шлифует. груженую надо, чтобы всегда было, да? Ну вот я за водичкой, когда еду, вот когда вот гололедик, бывает на одном месте как Газанешь, да, короче. А цепи не одевал? А что я раз в неделю на него выезжаю? Ну. Так-то аппарат вот чисто вот, да? Я причем забрал, когда дядька этот умер, у детей его все купил. Потому что он каждую зиму замораживал, не ездил на нем. Все, я посмотрел, сразу убрал его. А в коробке масла, в раздатке там что, менял, да? Коробки масла не менял. Не менял? Там что заливается там? И антифриз поменял. Когда он договорил, не меняй, там залит антифриз, я для себя все равно поменял. На всякий Ну, случай. когда печку ставил, Ага. своего антифриза не нашел, ну тоже красный купил, его доливал. Понятно. А массу где вырубаешь? Вот так. А, скидываешь. А что эту кнопку не поставишь? Надо просто ставить ее. А. Я буду уже заниматься именно. Надо, ну так-то можно было бы даже релюшку поставить, чтобы ты говоришь. У меня вообще была идея просто пополам ёбнуть и обычный автомат поставить. Не, Вон ну, он валяется. не, ну это сурово, нахуй. Не, где-нибудь спрятал его. Как противоугонка. Ну тут противоугонка даже, грубо говоря, где пониженная, повышенная, нейтрал пускает, любую скорость такая он не поедет. Ну. А это бампер у него родной? Вот что-то я по фотке даже... Я и туманки, тоже на 24 вольта. От Кроуна, да? Да, Ага. только это, проводку сделал на родные туманки и все. Ну. Электропривод, зеркало, все Не, ну смотрится он ништяк с этим бампером. Нормально. Это обклеивал. Там решетка целая вся, да? Да, все целое можно отодрать. Это всё. Да и так, вот, пока едешь, уже не остывал. Ну то есть серьезно его утеплил, ага, прям. Везде затянул, да? Да. Так-то аппарат серьезный, на. Электропривод работает, он складывает. Зеркало? Нифига. Тут на это стеклоподъемник фишку соединить, и это будет опускаться. Я ее отцеплял, чтобы не открывали, только свое. А. Потому что я курящий. Ну. Бардачок даже есть, да?
А сцепуха что как? А? Сцепление? Я все заливал, прокачивал тормоза полностью. Менял Всю диск? систему. Диск менял, да? Нет, когда у меня потекли, я систему сразу прокачал. А. А у них один бачок. А диск у них какой? Много это? барабаны. Барабаны? Барабаны стоят, что спереди, что сзади. И по 2 цилиндра рабочих стоят. Барабаны это лучше, да, чем эти лепестковые сцепления? Ну, Это грузовой Для же. грузовой, конечно, это лучше. С барабаном проще. Барабан снял, вот у тебя все на виду. Да, блядь, если его обслуживать, это надо всю кабину снимать, да, получается? Лучше, да? Если что-то с двигателем и с коробкой делать. Ну, как бы тут я вот, тут не знаю, как это происходит. Ну, на УАЗе как. Мне кажется, надо кабину Они, снимать. скорее всего, балку просто снимают переднюю и на землю. Мгм. Можно, наверное, и кабину, да, по идее, снять, и там все уже, вот оно. Но как на ладони же будет, по идее. Ну, Кабина-то если как у него? подключить, то да. Кабина как у него? На стремянках или как она у него? Подушка. А, Также и задрать его можно. ну рама, она не гнилая вообще. Я говорю, если есть желание, можно направление. Единственное, что плохо, вот, то, что все закрыто. Ну, это я втяну. Передок бы, Номер все читается. передок бы посмотрел. А номер где, кстати? Под тем колесом, ну там также все закрыто, блядь. Ну, Я колесо снять, что все. нихуя не посмотришь. Ну там все ровно, говоришь, да? Ну я поставил немножко. А там смотрят только раму и шильдик на обувку, все. У меня на двигателе ничего на будке не А на смотрят. будке шильдик. Не А где фотографируют. шильдик на будке? За сиденьем с той стороны должен быть. Там за этой лавкой, да? Да. Могу печку потом снять. А ты печку-то эту что, оставляешь или? Да? Да я для него и покупал, просто когда купил на радостях по дешевке новую, блядь. 24-вольтовую, блядь. А что ее сюда надо было прихуячить? Куда-нибудь. Я хотел, чтобы она вообще у меня под сиденьем была. А, Короче, не ну видно. под сиденьем-то она не вариант. Чтобы она дула. Потом я посмотрел китайский маленький с патрубками. На них можно хоть гофры поставить, чтобы в разные стороны дуло, блядь. Ну. Не, ну она большеватая, конечно, для такой лавки, ага. Ну говорю, на радостях схватил куда. А все, что тут покупается, обратно не возвращается. Ну да. А, это у него приклеен. Ну, этим хотел этим пенополом обхуярить. Либо пенофолом, либо этот, как он называется? СТП сейчас ткань самоклейкая, можно ей захерачить. Ага. Шумоизоляция. Ну. Еще и шумка будет нахуй. Дополнительная. Че, Славян? Буфер поставим, будем гонять. Маленький пролился рядом с компрессором воткнули. Че? Выгоним, наверное. Это посмотрите, чтобы я не ебнул. Ну, что своих дедов-то он, блядь, порядок. Ну, так-то, да? А лучше как Ну он как вот это, ну, как на фотографии такие. Ничего нового не увидел, конечно. Да, он не сильно дымит, сколько он стоит, уже считает. Не так сильно на автомобиле, в принципе, для дизеля. И зато это помещение считаемо. Давай потихоньку. Давай. Давай. Стоп! Давай. Давай. Стой. Ну, работает ровно двигатель, вполне. Мне не нравится что-то этот... То, что вот это, блядь. Пятно снизу. Хотите, чтобы собаку не закрыли?
маленечко. Редуктор это заливал, да, то, что масло или что? Такой он, темный. Нет, это может быть, когда он с печкой ебался. Ага. Просто тут дырки, может туда что попало. Не, именно на редукторе с той стороны, где заливная. Как Я ты вот там так ничего не покру- менял. Чё? Только в двигателе масло менял. Все. Ну. Ясно. Вот, по-моему, видел. Вот и сядь, балуйся. Ну. Первый заезд, блядь. Да, когда я пока не загоняю машину, ты же будешь заезжать, да, вообще? Готов только? Когда за водой? Ну, если что, не будешь. Чё, Женя, не... Ну, хули, первый заезд, нахуй, будет. Женя непривычно, хули, как всегда. Последний раз на Урале ездил. Но это не Урал, тут все иначе. Настраивается на езду.